Продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке в Якутии. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней ситуации. Добрый день, уважаемые телезрители и гости нашей республики. Сегодня у нас зарегистрировано 85 новых случаев. Традиционно наибольшее количество в городе Якутске 50 и в 16 районах нашей республики от 1 до 9. Максимальное количество Мегино-Кангаласский район. Хотелось бы сказать, что мы продолжаем усиленно проводить тестирование. Всего за сутки сделано больше 1000 тестов. Выявлено, как я уже сказала, 85 новых подтвержденных случаев. И несмотря на то, что с 19 апреля были усилены ограничительные мероприятия указом главы, к сожалению, мы видим, что результат сегодня по республике не тот, который мы ожидаем. Поэтому еще раз призываем всех к дистанцированию, ношению масок. Данный вид санитарно-противоэпидемиологических мер не снят по всей стране и также и в нашей республике. Что касается вакцинации, то мы привили 92% от имеющейся вакцины. 104 666 человек получили первую дозу, чуть меньше 50% вторую, и 25 тысяч человек получили вакцину старше 60 лет. Хотелось бы призывать точно так же жителей старшего поколения нашей республики на прохождение вакцинации. Вы можете записаться в госуслугах, также можете обратиться непосредственно напрямую в поликлинику. Мы сегодня видим, что, к сожалению, рост заболеваемости по всей стране идет, и республика здесь не исключение. И, к сожалению, определенная категория лиц, которые сегодня заболевают, это дети, это возраст студенческий, и, к сожалению, наибольшее число – это, конечно, старшее поколение. И самым важным и правильным решением для профилактики – это, конечно, вакцинация. Что касается праздничных дней, то уже объявлено по всей стране, что с 1 по 10 мая во всей стране это будут выходные дни. Режим проведения первомайских мероприятий и 9 мая определен как онлайн, поэтому я думаю, что буквально в среду будет дополнительное заседание оперативного штаба под руководством главы, будут вынесены дополнительные меры, и приняты определенные решения, о которых мы чуть позже вам доведем. Спасибо большое, будьте здоровы. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы идем далее. В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Люди, переболевшие коронавирусом, восстанавливают здоровье в столичном реабилитационном центре. Сколько человек прошли лечение и какие процедуры проводят? Ко Дню Республики начал работу сайт alekma.rf. Таким образом, районная газета перешла в электронный формат. Стали известны имена участников игр ДГНа. Озвучим итоги отборочных соревнований. Переболевшие коронавирусом восстанавливают здоровье в реабилитационном центре Якутска. Специальное учреждение было открыто 5 месяцев назад. За это время более 300 человек из городов и районов прошли реабилитацию. Продолжительность терапии составляет 14 дней. В программу из методов физиотерапии входят светолечение и магнитотерапия. В центре имеется ряд специализированного оборудования и аппаратов. Немаловажную роль при восстановлении организма играет и лечебная физкультура, которая укрепляет не только легкие, но и позвоночник. Кроме того, пациентам назначают массаж. Для улучшения психического состояния используют специальную световую комнату. Поступление больных идет через участковых врачей, через городские поликлиники, отправляют к нам улусные поликлиники. Основная система отправления – это через единый центр, через систему «Медведь» записываем больных. При выписке у больных увеличивается жизненная емкость легких. Мы судим еще по одышке. У них уменьшается одышка, они становятся более активными, увеличивается толерантность к физическим нагрузкам. 2 детей, провалившихся под лед, спасли 2 мужчин в Якутске. Происшествие произошло на водоеме ТЭЦ в 202-м микрорайоне. Владимир Ершов в этот день приехал с детьми погулять на площади. Дети поехали кататься на велосипедах, а Владимир пошел взглянуть на уток. Мужчина увидел, как 2 детей ходят по льду, а через секунду они провалились под лед. Владимир крикнул проходящему 40-летнему мужчине. С помощью палки им удалось вытянуть утопающих на берег.
Первое, что сказал спасенный мальчик: меня мама наругает за новую куртку. Как зовут-то? А, Артем? Не умер, да, чуть? Из-за перепадов температуры растаявший снег превратился в лед. Заледеневшие тротуары послужили причиной множества травм. За этот месяц в травмпункте Якутска обратились более 800 человек, рассказывает Юрий Осипов. Прошлой весной в связи с введенными из-за пандемии ограничениями большая часть населения сидела дома. Специалисты отмечают, что в этот период было заметное снижение получения травм. В этом же году в городскую травматологию уже обратились более 800 человек. Если это уличные, то чаще всего это травмы лодыжек, дистального конца лучевой кости. Также это бывают иногда ушибы плечевого сустава, коленного сустава, чем, собственно, опираются, когда падают в гололед. Фарида Рашитовна подскользнулась и упала еще в конце марта. Сначала не придала этому особого значения, но на следующее утро уже не смогла самостоятельно подняться с кровати. Ну, в основном, я считаю, где народа много, где проезжие части, надо жилищные создавать, чтобы народу удобно было там, или лед, или песок, или коммунальные услуги должны маленько контролировать это. Никто же не гарантирован, что не может сказать, я не упаду, правильно? Не ожидала, что столкнется с этим и Екатерина. Она подскользнулась на льду, который скрывался под тонким слоем снега. И я подскользнулась, там припорошила просто снежком, а под ним была наледь. Я не видела этого. Подскользнулась и упала. Причем, знаете, я думала, что меня это в жизни никогда не коснется. Потому что я получила такой страшный перелом, причем мне делали операцию. Для меня это вообще шок был. Врачи призывают людей быть в этот период аккуратнее. Часто травм можно избежать, если потратить немного времени и обойти опасный участок. Очень часто травмы бывают только из-за того, что торопятся. То есть торопятся быстрее выйти, куда-то добежать до автобуса уходящего. И все эти травмы получаются вот по таким причинам. Значит, нужно просто либо заранее немного планировать свой выход, либо все-таки, если уж опаздываешь, то хотя бы старайся не торопиться, чтобы не было падения. По словам специалистов, чтобы снизить риск серьезных переломов или осложнений, важна общая физическая подготовка. Также большую роль играет питание и здоровый сон. Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Якутск. Дополнительная ежемесячная выплата к пенсии предусмотрена членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также работникам угольной промышленности. Ее размер пересчитывается 4 раза в год – в феврале, мае, августе и ноябре. В Пенсионном фонде пояснили, что размер выплат зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пений и штрафов, поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале. Таким образом, при ежеквартальной корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться. Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы по 10 тысяч рублей. В Пенсионном фонде пояснили, что средства получат более 33 тысяч россиян, которые принимали непосредственное участие в войне и в настоящее время проживают в России и Прибалтике. Выплатят средства вместе с пенсиями. В селе Абага Амгинского района строят новую школу-сад на 225 мест. В данный момент ведутся работы по установке свай, идет подготовка к бетонированию. На объекте работают около 30 человек, некоторые из них местные, и есть бригада из Киргизии. Из-за особенностей рельефа в проекте строительства произошли изменения. Так, глубина установки сваи составила 15 метров вместо 8. В этом году по плану строители должны закончить короб здания, а к сентябрю следующего года полностью сдать объект. Проект с экспертизой разработал Якутагропром проект. И сейчас вот прошлого года идет строительство. Наши рабочие тут ребята работают в порядке 10 человек. И ежеквартально, скажем, да, идет субботники. Мы не настораживаемся, работаем вместе. И население очень ждет этого. Ко Дню Республики начал работу сайт Алекма.РФ. Таким образом, местное издание газета Алекма перешла в электронный формат. Есть у газеты и свой инстаграм-аккаунт. Подробности цифровизации у Елены Фаст.
Первый выпуск районной газеты «Алекма» 20 марта 1933 года. Только название было «Колхозник», а часть статей публиковалась латинским шрифтом. В 1961 году по реформе Хрущева колхозник закрыли. И на группу районов стала издаваться одна газета «Ленские маяки», которая выходила в городе Покровске Хангаласского района. В 1963 году выпуск газеты возобновился. С тех пор газета носила название «Знамя Октября», потом «Алекма». Сменялось оборудование. Теперь принцип формирования и печати совсем другой. Я получаю вот заготовки. Это такая пленка. Потом выжигаю на пластину здесь. Потом смываю там и готовую. Но время не останавливается. Сегодня все более востребованы издания в электронном варианте, доступные в любом месте. У газеты «Алекма» работает Инстаграм, имеющий своих подписчиков. А к Дню Республики начал работу сайт. Сегодня стартует наше сетевое издание «Алекма РФ» в числе 33 районных сетевых изданий на единой цифровой платформе «Улус-Медиа». «Алекма РФ» – это самостоятельное средство массовой информации и будет идти параллельно с давно знакомой всем алекминчанам печатной газетой «Алекма». Собственно, сайт был и ранее. Отличие в том, что сейчас он имеет официальный статус, что дает гораздо больше возможностей. Теперь в любом месте и в любой точке России любимая газета всегда рядом. Зайти на сайт легко. Удобно тем, что не нужно менять раскладку на клавиатуре, а привычной нам кириллице набрать в строке браузера alecma.rf. А любителей печатного слова на бумаге все так же будут радовать свежие выпуски газет. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Строительство спортивных объектов в Бердигистяхе идет полным ходом. Их возводят к 21-м играм Манчары, на которые съедутся лучшие спортсмены со всех уголков республики. Рабочая делегация Министерства спорта и Центра национальных видов спорта имени Василия Манчары ознакомилась с условиями предстоящей работы судейского корпуса. Для обслуживания соревнований будут привлечены 246 судей, в числе которых есть арбитры международного класса и судьи всероссийской категории. Окончательно определено место соревнований по таким видам спорта, как настольные игры, хаблык, хамовская и стрельба из традиционного лука. Также завершено строительство конюшни. На данный момент будут проводиться работы по реконструкции скаковой дорожки. У нас будет судейская коллегия в составе 14 человек, которые будут работать непосредственно вот на этом ипподроме. Как видите, трибуны уже готовы, судейская готова, конюшня тоже готова. Потом мы приедем сюда еще раз, когда уже снег сойдет. Внимательно посмотрим дорожку, чтобы там были хорошие повороты, стартовую машину. Ну и вообще условия, потому что сейчас снег. Пройти мы во многие места не можем, ну и дорожку не видим пока. Надеемся на хорошую работу плодотворную. У нас скачки будут проходить в прямом эфире. Опыт у нас проведения уже есть с прошлого года. Мы неоднократно выходили в прямом эфире на ВК-Саха. У нас все идет поминутно, без всяких опозданий, с хорошими комментаторами. И в прошлом году все зрители были очень довольны. Стали известны имена участников игр Дыгына. 3 победителей отборочных соревнований выступят на играх этим летом. В инстаграме издания «Спорт Якутии» опубликованы итоги второго дня соревнований. Первое место занял Дмитрий Петров из Вилюйского Улуса, а второе место Никита Новгородов из Усть-Алданского района. Третье место у Айсена Елисеева из Якутска. Накануне многоборцы соревновались в 4 дисциплинах. Это стрельба из лука, бег на 400 метров, борьба хапсагай и переноска камня. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.